Коми есть свой океан. Это самое большое болото в Европе. Тему живо обсуждают в социальных сетях, а еще они хороший инструмент для решения проблем. Стоит написать сообщение, как его мигом отслеживает система инцидент-менеджмент, а дальше и до решения вопроса недалеко. Виктория Денисова изучила соцсети. Пизанская башня? Нет, Интинская водонапорная. Так пост на своей страничке ВКонтакте заглавила жительница Коми. Женщина побывала в заполярном городе, предоставила и фотоотчет. На кадре главное архитектурное сооружение города. Башню здесь воздвигли в 50-х годах прошлого века. Сегодня она символ Инты. Недаром в 80-х изображение водонапорной башни стало красоваться на гербе города. В 2014-м первые ярусы здания занял музей политических репрессий. Вас окружают символы той жестокой эпохи. Алый цвет кумача, лозунги, которые, будучи размещены на воротах отдельных лагерных пунктов и в их жилой и промышленной зоне, звучали циничной издевкой над теми, кто лишен был всех прав, кроме одного – умереть во благо страны и ее политического режима. Здесь же сотни стилизованных человеческих фигур. Стройными колоннами они поднимаются к потолку, в центре которого глобус, а на нем очертания самой могущественной державы того времени – СССР. Спорт должен быть доступен каждому. Высшую точку Урала хотят покорить особенные люди. Для этого создали проект «Паралимпийский подъем». Его цель – собрать средства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поход до Народной запланировали на август. Сказано, сделано. Урны и скамейки вновь заняли привычные места на улицах Воркуты. Ранее местная жительница написала в сети, мол, теплые деньки идут и идут, а удобств никаких в городе не появляется. Жалобу услышали. На помощь пришли сотрудники Центра управления регионом. Они-то и пообщались с управляющей организацией. Проблему решили. Помогли и жителям столицы Коми. Сыктывкарка опубликовала в сети фото, которое сделала в Кировском парке. На кадре контейнер. Он битком набит отходами, и это в обеденное время. Запись в сети зафиксировала система инцидент-менеджмент. Реакция последовала незамедлительно. Мусора как не бывало. А знаете ли вы о том, что в Коми есть свой собственный океан? Именно так называется самое большое болото в Европе. Его площадь 179 тысяч гектаров. Находится океан на территории двух районов – Ижемского и Усть-Илимского. Он хранит огромный запас чистой пресной воды, да еще и источник энергии создает – торф. И это не говоря уже о том, что болото насыщает атмосферу кислородом куда большим объемом, нежели луга и леса. Мы ждем ваших сообщений в группе телеканала Юрган ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой.